Баня любую болезнь из тела гонит. В бане мыться, заново родиться. И еще много добрых слов и поговорок о бане придумал народ. Она не только тело, но и душу моет. Не зря ведь говорят, что в бане врагов не может быть. Баня в России встречается повсеместно. Она широко применялась в народной медицине для лечения простудных, кожных и травматических заболеваний. Особенно почитают ее на севере, ведь баня и выпарит, и вылечит, и в жару сил прибавит, и в морозы обогреет. А коми-охотники в своих угодьях первым делом строили баньку. Она совмещала в себе жилье и баню, и даже так и называлась – пуща, по-коми – баня. Есть несколько видов бань – русская парная, сауна, турецкая баня, хамам, и отапливаться они могут по-разному. Но прародительницей всех бань является одна и та же бревенчатая изба, истапливаемая по-черному. Трубы в бане по-черному нет, поэтому дым, проходя через камни, уходит в отверстие в стене. Стены и потолок в такой бане всегда прокопченные, отсюда и название такой бани – по-черному. Сейчас такая банька для людей в диковинку, ведь многие считают, что париться по-черному значит измазаться сажей, задыхаться от гари в маленькой комнате у открытого камина. Но банщики-гурманы предпочитают ее всем остальным. Жар в белой бане труднее переносится. Он как будто влажный, пол почти никогда не высыхает. А в черной бане жар сухой, легко переносится. Баня по-черному проще и дешевле в постройке. Не надо покупать железную печь и выводить трубу, соблюдая правила пожарной безопасности. А еще здесь особенный душистый пар. Воздух буквально насыщен ароматами дерева, смолы и дыма. Коми-люди мылись в бане часто, 1-2 раза в неделю, а в сенокос топили каждый день. Для постройки бань выбирали безветренные склоны. Раньше они находились на берегу рек и ручьев. Это и к воде поближе, и в целях пожарной безопасности удобно. Мыйласы бетсе пуктанныр. Бетсе пуктамедим. Омаль езис, омаль. Дьявол ясме дозвасы мужчин юных. У нас давно так заведено. Палка как оберег. Это для того, чтобы злые духи воду не могли испортить. Принесем воду и ведро закрываем палкой. В нашей семье до сих пор все так делают. Нанести воды и наполнить чаны надо обязательно до того, как затопишь такую баню, иначе дым и угарный газ не дадут зайти в нее. Отопить такую баню – целая наука. Дрова раскладываю как в большой печи. 4 полена, что потоньше, кладу вдоль, а на них 3 полежки поперек. Разные пес. Здесь разные дрова, и сосна, и береза, но наверх надо обязательно осину положить. Она приятным запахом баню заполняет, выводит угарный газ и сажу. Как ни странно, баня по-черному гигиеничнее бани по-белому. Имеющаяся в бане сажа полезна тем, что она поглощает все дурные запахи и дезинфицирует помещение, так что бояться копоти в такой бане не следует. Ведь коптятся в такой бане в основном стены и потолок, а пол и лавки чистенькие. Когда топится баня по-черному, снаружи кажется, что она горит. Дым выходит отовсюду, где найдет отверстие.
В такой бане притопки регулируют жар, открывая-закрывая дверь. Поэтому далеко удаляться от бани не стоит. Упустишь момент, останешься без жара и горячей воды. Я как-то приехала с города, затопила эту баньку и, видать, забыла, как ее топить. Все закрыла. Уже когда пришла помыться, оказалось, вода в баке совершенно холодная. Ну вот, дыма меньше стало. Немного прикроем дверь, иначе баня остынет. Потом приду, еще проем уменьшу. Надо внимательно смотреть, чтобы не упустить созревание бани. Когда перестанет чадить и будет вкусный банный запах, все, пора закрывать. Сама дверь в баню небольшая, крепкая и без щелей, чтобы она плотно закрывалась и не давала гулять сквозняку. Ведь, как известно, раньше семьи были большие, и надо было, чтобы жара хватило всем домочадцам. По традиции первыми в баню шли мужчины, ведь именно первый пар сухой и более жесткий. Средний жар уже не обжигает, а мягко греет, подходит для женщин и детей. Хотя в коми-деревнях принято было и семьями париться. Конечно, мужчины предпочитали первый жар, но если уж женщины с детьми пошли первыми, то мужчины после работы тоже шли вместе с ними. Не будут же они после женщин париться. Так что всей семьей парились, не стеснялись. А теперь моду взяли, все отдельно моются. Стены черной бани прогреваются сильно, так как жар в буквальном смысле не вылетает в трубу, обогревая белый свет, растекается внутри помещения и все прогревает. Дров для такой бани надо гораздо меньше, чем для белого собрата. Топить такую баню нужно час 20. Зимой немного дольше. И жар в ней такой, что сил нет терпеть. А специально подобранные камни дают вкусный, добрый жар. Это вот маленькие камни. Собрала их недалеко, возле ручья. Не все булыжники можно класть в каменку. Каждый камень нужно тщательно осматривать, чтобы не было острых углов и трещин, иначе такой камень может взорваться. Предпочитая серые камни, считается, например, что голубые камни могут отравить организм. А еще булыжник можно нагреть в костре, а затем полить его водой. Если камень прошел испытание и остался цел, его можно отправлять в баню. Вот попаримся мы в баньке и снова 16-летними станем. А еще мама после бани всегда опоясывалась и молчала. В старину считали, что человек после бани чист душой, и на каждой жердине забора человека поджидают злые силы, чтобы в него вселиться. Бане приписывались магические свойства. Здесь и гадали, и лечились, и даже роды принимали. Считалось, что баня своего рода – переход в другой мир. Но это уже совсем другая история.